Атыр яйны девам ете, мен Эльвина Сибулаева en актуаль меселелеріне ве бізі милетіміз үшін мұйым вақиялар ақында сөз үксетeceğim. Зеленский Қырым ве Донбассна насыл қайтарacağını айтып берді. Президентнің насыл яңы планы бар. Чоңғар ве Каланчак кырыш-чықыш нұқталарының құрылмасы екінленмекте. Абаналаштыруынан тақдим вақты илян етілді. ОБСЕ бұйық деңіш түрілі фот керілмесіні илян етті. Не вақыт ишғалчылер Қырым татар сияси мабуслеріні азат етежек. Yanımızға қошылғанларыны епсілерінен селямлайын ве бізі мұсафармаз Мили Межес Азасы Ескендер Біріев Ескендерға қош келіңіз. Қош болдық. Ашан шошларыңыз қары олсын. Сағын. Себе бүгін милетіміз ве ватанымыз үшін сөз үрстетечекміз. Бүгін Мариупольде президент Володимир Зеленский жғалі етілген Қырым ве Донбассны насыл қайтарacak хақында екееті келін соны дінлейік. Украина жемиеті өзара аңлашмалы ве бұл пек мұйым. Чүнки бүгін Украина ватандашлары арасында Қырым ве Донбасс қайтарылығы бойынша айры фікірлер бар. Қырымны арби әрекетлерінен қайтара білежегімізні түшінмек қатадыр бұл мұжизеви көріні. Реинтеграция бойынша әрекетлеріміз доғры олмалы. Біз өзімізге мақсадымыз неде ве насыл аңлашмаларға разы ола білежегімізге жауап бермеліміз. Мына Зеленскийні шытық, Ескендерға сіз насыл білесіңіз. Асында Зеленскийні лаф еткенде, о айтты бұл санкциялар вастасы или вид дипломатия қайтармаға істей. Сіздің фікіріңізге көре тез вақыт ішінде Қырымнан насыл дәрежеде, нашыл шекілде қайтармақ мүлкін? Бет, президент Зеленский, президент Порошенко сөйлегені ділер, Қырым қайтмақ мүлкін тек санкцияларнен ве тек дипломатик нен. Чүнки арбийнен бұл қиын олacak. Чүнки Қырым бұл адық Қырым. Қырым бұл анда арбийнен алмаға Қырым бұл пек шері олмаз. Бұл қиынлық олacak. Бұл бірінші тарафтан. Екінші тарафтан анда Қырымда біздің халқымыз яшай. Onun için biz deyimiz silahsız olsun. Kırım kaytarmaya gerek. Onun için men belesem, men bugün yanı bir sözlerim işittim prezident adından. O biz aytkanıdık deokupasiya ve reintegratsiya Автономной Республики Крым ve Donbas. O bugün söyledi безопасная реинтеграция. Biraz başkaca söyledi ama men belesem bunda manası bir çünkü biz bilemiz ne kadar Rusiyaga baskı olsa da diplomatik taraftan ve iktisadiyat taraftan o ne kadar Rusya'nın ekonomika düşecek olsa o kadar tez Kırım қайтacak Ukraynaga ve tez Kırım izgelsiz olacak. Sonki vaqtlarda aslında bugün ikinci gün Donbass'taki Zolotoy köyünde silahın Ukrayna silahı қайтарылması hakkında böyle anlaşmanı yerine getirirler. Biz görüyoruz ki Donbass ve Lugansk'a çokça dikkat edilir bu devlet tarafından ama Kırım meselesi bir arta kayda. Bu Kırım meselesi, Kırım'ın қайтарылması, Kırım tatarlarının aklarını korşalaması hakkında prezidentinin komandasında nasıl yerde durmakta? Bugün bu konferansiyada prezident en böyle söyledi. Kırım hakkında Ukrayna СМИ, Ukrayna matbaasında asıl Kırım hakkında az informasiya var. Onun için ne kadar çokça da bakınız devlet yolbaşılarımız da çalışır. Sonki zaman eğer biz monitoring yapsak bu umumi Ukrayn telekanallarda Kırım hakkında az laf ederler. Az informasiya verirler. Sağ olsun ATR, sağ olsun UA Kırım mesela.
Саолсон Черноморка, аман бұл каналларны, бұл меркези телеканал дегер. Аман иншаллах атен меркези телеканал yapmak gerektir. Çünkü ne kadar çok hırma akında göstereceğimiz, laf edeceğimiz o kadar Ukraynalarda akılında var olacak. Bu ikincim, devlet taraftan. Bakınız, şimdi prezident söyledi bugün. Evet, onun temsilcisi Karineviç söyledi. Biz bu yılın sonku gece yapacağımız nasıl? Стратегия yapacağımız. И речь была о том, что будет подготовлена стратегия именно реинтеграции Крыма. Я думаю о том, что действительно будут попытки проводиться, но стратегия за такой короткий срок не пишется, не готовится. И с другой стороны, есть разработки стратегии Украины под оккупацией и реинтеграцией оккупированного Крыма и Донбасса еще с 2015 года, где непосредственно принимал участие я тогда в этой экспертной группе. Поэтому, когда мы сейчас говорим обо всех этих процессах, мы должны помнить об одном. Первая основная проблема, что Крым на самом деле не присутствует ни в каком переговорной платформе. Его просто нет, его не было. Его не было с 2000... форматында президент айтқанына көре, анда да Крым мәселесін көтерілечек. Аман, я не уверен в том, что вообще состоится этот формат в ближайшее время. Объясню почему. Российская Федерация со своей стороны пытается заигрывать в этом процессе. Российская Федерация понимает, что какие процессы происходят как в Украине, как, скажем, на приграничной территории, на территории разделения. И как раз таки Российская Федерация будет искать любой повод для того, чтобы обвинить Украину в невыполнении Минских соглашений, для того, чтобы, опять же, дальше продлевать этот срок, но с другой стороны давить на Запад об отмене санкций. Вот суть в чем основная. Вақағымыз сәлерді не олачақ, амына ешғал етілген Қырымнен бағылы сынарында Украина инфраструктура назирі Владислав Крыкле чоңғар каланчақ кірішчіқыш ноқталарында тамирішлері екімленген ақындай. Ике еті келін соныдың лейк. Хочу нагадати, що насправді Шуны хатırlatmak isteyim ki Ukraina birdemligi hakkında söz yürsetilgende sonki vaqtları Kırım hakkında pek az aytıla. Kırım bu Ukraina. 2017 senesinden başlap sınırda keyfiyetli rejim ve servis zonaları kurulması hakkında aytıla. Ama kağıttan gayrı iş ketmedi. 2 ay içinde biz onu kurduk. Noyabrın 15'inde prezidentте Çoңғар ve Kalançak kiriş-çıkış noktalarını açmağa imkanı olacak. İşgal etilgen Kırım'dan kelgenler andaki servis zonalarının kullanıp Ukraina ular hakkında kaygırganını duyacak. Bu biz onlarını unutmağanımız ve onların uğraşkanımızdan bir işaretidir. Eskender siz buna da nasıl bakarsınız? Çünkü 5 sene devamında aslında anda da bir kuruluşçuluk işleri alıp varılmadı. Yana hakimiyet geldi. Mına noyabrın 15'inde endi takdim olacak bu hem de prezidentinin bekleyler. Bu yaxşı bir taraf ya da yok mu? Birinci taraftan bu yaxşı taraf. Çünkü bu sınır hakkında çok laf etken edik. 5 yıl devamında laf etken edik. Aman bir şey yapmadılar. Evet, bu Ukrayna'nın bütçetinde göstergen ediler. 2018 senede 106 milyon bu sınırlarını biraz tamırlap, yerine getirmek için. Aman yapmadılar. Çünkü bu bir prosedur tapmadılar ve çok problemler çıktı ama kimse bir şey yapmadı. Birinciden men belesem bu pek doğru iş çünkü sınırlarını bir yolları yapmaya gerek. Sonra bu avtobuslar ya da trenler, poyistlar geçsin bu sınırlarga. Ve çünkü Kırım'dan gelgen adamlar o bakmaya gerek. Nasıl Ukrayna denişe, nasıl Ukrayna'da bu iktisadiyat biraz yüksek seviyeye götürüyor. Çünkü bizlerge gerek yapmağa mesela FRG ve GDR Sovet hükümet zamanında. Onun için aman men kol tutmayın bir tarafta.
Менің fikrimce керекме анда yapmağa sınırda yapmağa ЦНАП, Центра обеспечения надания административных послуг. Объясню почему. Дело в том, что с экономической стороны сегодня популистски заявляют о том, что ЦНАПы должны быть на границах. Это абсолютно неверно. Объясню. Первая причина. Дело в том, что в ЦНАПах должны работать высококвалифицированные специалисты, которые непосредственно должны где-то жить. Дело в том, что, смотрите, ЦНАПы – это центры надания административных послуг, и это достаточно большое количество специалистов, которые где-то должны жить, где-то либо должен быть вахтовый метод, соответственно, нужно строить гостиницу, а это дополнительные финансовые затраты. Смотрите, ЦНАПы на самом деле открыты сейчас в Каланчике, большой ЦНАП открыт. Речь идет об открытии большого ЦНАПа в Новоалексеевке и так далее, то есть ближайшие населенные пункты. Если будет хорошо выстроена логистика, то первая возможность будет у наших соотечественников приехать от границы, доехать до любого ближайшего населенного пункта, где могут получить квалифицированную помощь и, соответственно, захотят проехать дальше, захотят остаться на месте. Это первое. С экономической стороны это невыгодно. Или возить, там, допустим, этих специалистов постоянно за 40 или 50 километров, это абсолютно невыгодно. Ну и в-третьих, все-таки ЦНАП на границе, но это не совсем правильно, потому что это пригранично, хоть это и условная граница для нас, это приграничная территория. Кроме того, я считаю, что строительство там... Речи были некого музея оккупации. Ну, совершенно глупые заявления, которые абсолютно не нужны там. С Украина на сессии мобильслернен Денис Ваканда, мистаки ОБСЕ векалера да кайдет келін сонадынлик. Боз буюк деңішме кечірілмесіні істейма сонны үшін азат етлежек әрбір инсаннан тақдирына белгілемек үшін çalışmalar алып бармақ керек. Бұл сайдик әнде сәсі мобильслерінің қайтарылмасы бұл Русия бізханелерде тұтқанларына. Сіздің мәліматыңызға көре оларының сырасында Крым татарлар олачақ ма еді жоқ ма? Бұл қиын мәселе, мен шыншыға айтып оламайым. Чүнки более информация бізде жоқ, олар вермейлер более информация, чүнки олар япалар под грифом секретно. Мен белесем эти обмены в первую очередь будут, наверное, связаны именно по Донбассу. Потому что Сайдик, он является послом непосредственно, послом ОБСЕ в трехсторонней встрече и непосредственно по выполнению Минских соглашений. Поэтому я думаю, что нам следует ожидать в первую очередь обмен между пленными непосредственно на территории, оккупированной территории ДНР и ЛНР и, скажем, теми, которые находятся на территории Украины. И рассчитывать на то, что, как хотелось бы, скажу честно, хотелось бы. И со своей стороны, конечно, нам нужно проявлять инициативу, чтобы обязательно в этом списке были включены крымские татары. Но нужно быть прагматиками и сейчас говорить или многообещающе заявлять о том, что среди них могут оказаться крымские татары, пока я не могу. Bu siyasi büslerge devam ederek Vichekashka denilgen işinde Bekir'de 20. vek Azimametov elektron biletliklerden taşladılar. Kırım boyunca endi olar serbest sürecekler kelin sularına dinleyik. O kararımızı belli de biliyor Cerrahman'ın. Uzun kime çok kulak asmadık. Onun için bu mesele olacak, öyle de oldu işte. Elden üzerinde mahkemelere varacak. Bu cevabımız bırakmayacak. Meclis toplaşımına varacak. Onlara el tutacak. Elimizdeki gelene yardım edecek milletimize. Bizim bir meclisimiz var. Bir dilimiz var. Başka bir şeyimiz yok. Onlara yardım edecek. Kırışacak. O kadarlık şey. 5 yıldan beri onların harazileri bize bildi. Ne kadar biz daha bilet vermesek, onlar onu işlerini yapaydı. Onun için öyle bir yaxşılık şey beklemedik var biletinde. Çaresi oldu o kadar tırışacağımız, bir şeyler yapmayalım. Boşta durmayacağımız. Mahkemeler var bizim. Bizim mahkemenin bu iş bitmiyor. Bizim daha ondan ne kadar bağlarımız oldu. Hepsine katmayacağımız, yardım edeceğimiz şehrimiz olduğu kadar.
Мына бізім Кезі Маметов, әмді бекерді кермече қырымда олып, әнді дегер саяси мәбіслерге қол тұтачақлар, әмді махкемелерге барып да анда штраф етечеклер. Біз әте қытада олып, бұл саяси мәбіслерінен денішмесіне жедвеліне кірсетмей керек. Милли Мечис тарафындан бөле жедвел бар. Әмді қырымтаталарын саясы тақменен 90 инсан саяси мәбіс. Yok, бақыныз. Біз yakın zamanlarda biz bir отчет yapkan edik, raport yapkan edik. И именно Кырымда 90 değil. 98 biz отчет vergen zamanda vaqtında biz söyledik 99 aman yakın zamanda Abilov Rustem onun mahkeme, так называемый суд, принял решение его оштрафовать на 100 тысяч рублей и освободил из-под стражи. Поэтому мы его сняли из числа политзаключенных. Теперь, по нашим спискам, и мы изначально, и мы всегда включали, если некоторые наши коллеги заявляли, что там 87 политзаключенных, на наш взгляд, это неправильный подход, потому что они как раз-таки не учитывали как политическими заключенными или преследуемыми наших соотечественников, таких как Казим Маметов и так далее. Конкретные цифры. На сегодняшний день 98 политических заключенных. Из них 80, это уже 79, это крымские татары. И из них 87 непосредственно находятся в СИЗО или в колонии на территории оккупированного Крыма или на территории Российской Федерации. Поэтому здесь, почему у нас есть разница с нашими некоторыми коллегами? Вот, например, у наших коллег есть такие имена, как Кияшко Игорь, Шумков Александр и Виктор Шур. У нас их нет, потому что мы четко позиционируемся о политических заключенных Крыма. То есть это те люди, которые имеют прямое отношение к Крыму, либо те люди, которые были арестованы в Крыму, задержаны. Сейчас первое. Второе. Но у наших коллег не было, как я уже сказал, 11 человек, которые, в отношении которых вынесены условные приговоры, у которых по сегодняшний день были браслеты на ногах и у которых ограничено передвижение. И поэтому такие как Бекир Ага, Адыгерминджи, такие как Казим Ага, такие как Асан Ага, они у нас считаются политическими заключенными. И в наших списках они присутствуют. И везде, на всех площадках мы говорим о них как о политических заключенных. И еще в списках у нас есть 4 человека по так называемому делу украинских диверсантов. Это Леонид Пархоменко, Дмитрий Долгополов, Анна Сухоносова и Максим Филатов. Дело в том, что это граждане Украины, которые обвиняются в шпионаже и которые находятся в застенках ФСБ. Anlaşıldı. Eskender ağa, endi onlarına qaytarmaq üçün bu stadik aytxanına kıbı böyle cedvel kurula. Aslında Donbass'tan onların sayısı olabilir. Ama Kırım'da da olmak gerek. Bu meclis tarafından talep edilecek mi bu sırada? Ya da siz öyle bakarmız, oturarmız, ne vakit Zelenski... Bakarmız, oturarmız gerek mi? Ya da Zelenski'nin cetveli var mı? Biz divanda oturmayız, biz bütün yerlerde böyle problemlerini çıkaramız. Yakın zamanlarda biz çıkardık bu. Zelenski'ye cetvel verildi mi meclis tarafından? Meclis tarafından, bu bir taraftan, ikinci taraftan bizde var Kırımtatar Resurs Merkezi ya da Malik Merkezi. Это правозащитная организация, которая занимается правозащитной деятельностью. И, конечно же, соответственно, конечно же, готовятся списки. Процесс активно, только впервые, буквально на днях начались заявления о том, что готовится обмен. Это буквально произошло вчера, сегодня. Российская сторона сегодня подтвердила этот процесс. Понятно, что мы можем обращаться только к уполномоченному Верховной Рады Людмиле Денисовой, потому что она задействована в этом процессе, и ее весь офис. И с другой стороны, мы можем обращаться непосредственно к президенту, который, соответственно, и участвует в формировании повестки дня, и в том числе в формировании списков и так далее. Поэтому мы со своей стороны, конечно же, реагируем на эти процессы. Мы совсем недавно, вот буквально еще неделя не прошла, как провели четкий отчет за 9 месяцев. Мы четко позиционировали тех политзаключенных, которых мы считаем политзаключенными, и, соответственно, мы все эти списки будем передавать. Другой вопрос. Здесь нам нужно еще поработать с нашими соотечественниками, которые находятся
находятся дома, да? Вот, хотя у них условные сроки, такие как Бекир-Ага, Кизим-Ага. Ведь на самом деле сам процесс просто еще обмена и их переправления сюда, на территорию Украины, материковой, может быть не совсем удобен для их семей. Это нам нужно вести еще с ними переговоры для того, чтобы знать, как нам формулировать нашу позицию в этом вопросе. Веда Бармиселеге кечем сынырчыларына незарет азах ДНСД Русия сынырчылары Украина балышчыларына незарет етейлер. Сынырчыларының малюматына көре бурид, гемычы ве балышчыларына сых кечірелер келін соларына дінік. Щодо останнього повідомлення, яке ми фіксували, нам не було відомо про цю перевірку, однак своїми силами ми намагалися розібратися в цій ситуації. Така перевірка все ж таки здійснювалася ближче до Керченської протоки. Вони перевіряють документи, законність знаходження в Азовському морі. Це свого роду як і з рибалками, так і з суднами, які перевозять вантажі. Це фактично є такий тиск на Україну, які відбуваються з боку Росії. Мына біз көреміз азақ ДНСД, енді Русия зарета более біздің клерімізді более... Баханас, не себе тему лишила. Да, откуда это все происходит? На самом деле вся проблема еще, когда подписывался договор об использовании биологических ресурсов, то есть это рыба непосредственно в Азовском и Черном море, когда обговаривалось пользование Азовским морем, тогда не учитывался вообще интерес коренного народа. И когда в ОБСЕ мы проводили сайд-эвент, это мероприятие, и непосредственно мы впервые говорили о том, что у ОБСЕ есть мандат, в том числе вести мониторинг нарушений не только на суше, но и в акваториях морей, прилегающих к суше. И в данном случае мы говорили об Азовском море, и мы говорили о Черном море. Так вот, мы четко мы дали посыл, и они взяли это в рассмотрение. Кроме того, после того у нас, когда была встреча с представителем, вернее, с комиссаром ОБСЕ по национальным меньшинствам, то ему, я непосредственно, у Меджлиса была встреча, я непосредственно передал все эти данные, свое выступление в ОБСЕ, где четко обоснованы нарушения прав коренного крымско-татарского народа, где все эти действия, как добыча полезных ископаемых, минеральных ресурсов, биологических ресурсов, производятся без согласования с коренным народом, то есть с его представительным органом Меджлисом крымско-татарского народа. Eskender ağa, егерде біз бақсақ, мен көргенім сіз ОБСЕ-де топлашуда олған едіңіз, ведігер бөле бір халқара мейданшықларда чықшта болынасыңыз, бөле аризаларына yolайсыңыз. Ama олардан cevaplar бар мы? Bakınız cevaplar nasıl olacak? Hareketli olmasa da cevap olmak gerek. Для того, чтобы мы понимали, что такое международные документы. Да? Есть разные органы. Есть, к примеру, судебные органы, это Международный суд ООН, и как раз таки 8 ноября будет рассматриваться заседание, то, что под сомнение поставило юрисдикцию, именно юрисдикцию по данному делу Российской Федерации. И мы очень надеемся, что Международный суд ООН начнет продолжение этого дела, и есть у нас решение промежуточное, где суд обязал Российскую Федерацию отменить решение о запрете Меджлиса. Это первое. Второе, когда мы говорим Европейский суд по правам человека, туда направляется заявление, и в частности Крымско-Татарский ресурсный центр подал около 30 заявлений в целом. Только по Меджлису крымско-татарского народа было подано 14 заявлений в ЕСПЧ. Но в ЕСПЧ будут рассматриваться вот такие индивидуальные заявления после того, когда будет рассмотрено дело Украина против Российской Федерации, то есть межгосударственные дела. Теперь есть конвенционные органы ООН, где достаточно сложная процедура, и нужно проходить эту процедуру вплоть до кассации, то есть до Верховного суда Российской Федерации. И поэтому это немножко сложный процесс. И есть другая процедура, это когда договорные органы, когда направляется спецдокладчикам, когда направляется экспертному механизму, к примеру, и ряду другим комитетам, кому мы отправляем. И если в их отчетах появляется уже информация о Крыме и о нарушении прав наших соотечественников, это уже есть результат, потому что это все ложится в общий И последнее даже, вот вспомните, на третьем комитете было уже заявлено о замещении
перемещения населения. Это ведь не просто так возникло. Это системная работа наша на международном уровне. Çok sağ olun. Eskender Bariyev, Milli Meclis Azası bizim misafirimiz edi. Sağ olun gelgeniz için. Ve yayınımızda zaman Şevket Namatullayev'den devam edecek. O ekonomimizge yakın çıkacak. Men ise 20 dakikadan sonra bu studiyada sizlerden karşılamağa hazırım. Bizle olunuz. Розведення сил в Золотому триває. Відступ або сигнал надії. Зеленський назвав 3 етапи завершення